Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Отравление антисептиком в Татинском районе. Еще один человек скончался в реанимации. Глава Якутии Айсет Николаев подписал соглашение с компанией «Газпромнефть». Подробности документов в прямом эфире озвучит наш СОПКОР в Москве. Компания «Алроса» отобрала участников всероссийского конкурса «Стартап-экспедиция». Какие решения реализует алмазный гигант? Отравившиеся антисептиком жители Татинского района направлены в Якутск санрейсом. 4 человек доставят в республиканскую больницу номер 2. Об этом нашему телеканалу сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова. Напомним, 18 ноября компания из 9 человек распивала спиртосодержащие напитки в частном доме. На следующий день после распития 41-летняя женщина скончалась у себя дома. Двое мужчин 27 и 59 лет умерли в реанимации районной больницы. Еще двое мужчин 28 и 69 лет скончались сегодня. По данному факту возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В Намском районе прокуратура проверяет аптеки, изучают ценообразование на жизненно важные препараты, а также наличие лекарств по обязательному минимальному перечню. На сегодняшний день в центре Улуса работают 4 аптеки. Завышение цен на лекарства на этой стадии проверки не выявлено. Однако установлено, что в одной из аптек отсутствуют обязательные к наличию лекарства, в связи с чем прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений. По результатам проверки в настоящее время внесено одно представление, исполнение которого находится на контроле прокуратуры района. Также рассматривается вопрос о возбуждении административного дела в отношении руководителя организации за нарушение лицензионных требований. Штраф достигает до 10 тысяч рублей. Завышение цен на жизненно важные лекарственные препараты на данный момент не установлено. Проверки продолжаются. Тем временем сводная группа оперштаба Якутска проводит профилактические рейды по объектам торговли и общепита. Проверяют соблюдение требований во время режима повышенной готовности, то есть ношение средств индивидуальной защиты, наличие разметок, а также соблюдение социальной дистанции. Комиссия ведет работу по обращениям, поступающим от граждан. По сообщению административной комиссии в день поступает до 10 жалоб на нарушения. За 1,5 месяца работы сводной группы проверено около 3000 объектов и выявлено более 400 нарушений. Определенные рейдовые мероприятия проводятся в выходные, в ночное время, когда объекты, у которых была приостановлена деятельность, такие как ночные клубы, компьютерные клубы, где собирается молодежь, скопление людей осуществляется, где большая часть нарушений выявляется. Мы выезжаем еще отдельно и туда. Сроки охоты будут изменены в Якутии в соответствии с новыми правилами, которые вступают в силу в России с начала следующего года. В республике должны быть определены виды разрешенной охоты и ее параметры в соответствующих охотничьих угодьях. Если проект будет подписан, ждет много изменений. Например, новыми правилами будет разрешена охота петлями на зайца-беляка, боровую дичь и на волка в целях регулирования его численности. В связи с этим в проекте нормативно-правового акта предусмотрены виды петель и районы республики, где может применяться такая охота. Кроме этого, предлагаются изменения по срокам охоты на лося, дикого северного оленя, бурого медведя, волка, андатру, пернатую дичь, а также селезней, уток с использованием подсадных манков. Срок дали до конца ноября. Сейчас наши предложения были разосланы как раз по районам, где должны как раз и это местные жители одобрить или не одобрить этот день, принять или не принять это. И все, в начале декабря уже все подписано, и это пойдет в Москву как предложение. Сегодня в Москве глава республики Айсет Николаев подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Газпромнефть». Документ касается обеспечения предприятий Якутии современными битумными материалами. Это крайне важно в условиях реализации нацпроектов, которые касаются благоустройства городской среды, строительства и безопасных и качественных дорог. Подробности узнаем у Максима Кардозу, он на прямой связи с нами из Москвы. Максим, приветствую, ждем от тебя деталей подписанного соглашения.
Приветствую, Сергей. Да, действительно, час назад буквально было подписано соглашение между Якутией в лице главы республики Айсеном Николаевым и компанией «Газпромнефть». И главная тема – это обеспечение нашей республики новыми современными битумными материалами. И вот несколько интересных пунктов прописано в соглашении. Так будет выведена оптимальная формула новая, то есть будет проведена научная работа, вот, чтобы материалы, они выдерживали все экстремальные условия климатические. В нашей республике мы все понимаем, что это экстремальные минусовые температуры, это страшная жара летом, до плюс 40, бывает, ни для кого это не секрет. И вот новая формула, которая будет разработана и предложена республике, она должна хорошо себя вести вот во всех этих условиях. Также специалисты «Газпромнефти» будут работать с якутскими строителями для того, чтобы правильно и грамотно строить по современным технологиям дороги, грамотно их эксплуатировать и ремонтировать, чтобы все эти дорожные работы и дороги, трассы как можно дольше нас всех радовали. Ну и все это делается в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Вот только в этом году было построено и отремонтировано в республике около 500 километров дорог федерального и районного значения. Это беспрецедентные цифры. И вот эта вот работа, она будет продолжаться в 2021. Об этом нам рассказал глава Якутии Айсен Николаев. Давайте послушаем. Сегодня мы уже понимаем, что надо и кроме федеральных, региональных, столичных улиц уже идти и на другие населенные пункты. Благодаря программе развития Дальнего Востока, утвержденной решением президента, сейчас у нас ряд наших городов в республике, такие как Мирный, Нерюнгри, Алдан, Ленск, уже тоже будут наравне с Якутском получать деньги из федерального бюджета на ремонт своей улично-дорожной сети. Тоже очень важное событие. И не только столица республики, но и другие города республики должны у нас преображаться. Ну и, наверное, нужно сказать, что сейчас в Москве заканчивается транспортная неделя, это международный форум, и в его рамках было озвучено, что вот, будет расширена национальная программа безопасных и качественных дорог, туда войдет и обеспечение различных городов современными пассажирскими автобусами, троллейбусами, и будем надеяться, что эта программа дойдет до Якутии и будет нас радовать новый общественный транспорт. Сергей? Максим, спасибо, а мы идем далее. Проект «Эко-Квантум» Чурапчинского улуса вошел в число победителей всероссийского конкурса реализованных проектов инициативного бюджетирования в номинации «Общественное партнерство». Всего в конкурсе приняли участие более 500 проектов из 35 регионов страны. Они боролись за звание лучших в 3 номинациях. Все победители получили дипломы и сертификаты на 100 тысяч рублей. Также отмечены 18 финалистов конкурса. «Эко-Квантум» – центр по инновационным технологиям для дошкольников, реализован в селе Маралайи Чурапчинского улуса. Кабинет оснащен современным компьютерным и игровым оборудованием. Республика Саха-Якутия 3 года подряд становится победителем не только всероссийских, но и международных конкурсов. В 2018 году наша программа инициативного бюджетирования была отмечена дипломом международной организации по партиципаторному бюджетированию. И мы вошли в 5 лучших регионов в мире, наряду с такими странами, как Таиланд, Португалия, Испания, Франция. Поэтому наша программа считается наиболее успешной в Российской Федерации, что доказывает, что уже 2-й год мы побеждаем и на всероссийской площадке. Компания «Алроса» отобрала участников всероссийского конкурса «Стартап-экспедиция», с которыми будет сотрудничать для решения технологических задач. Стоит отметить, что на трек «Алроса IT» было подано самое большое количество заявок. Из поступивших 83 заявок компания отобрала 20 проектов. 7 из них прошли в финал. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Компания «Алроса» заинтересована в технологических решениях по направлениям от геологоразведки и контроля за целостностью зданий и сооружений до сортировки алмазов и взаимодействия с клиентами. С целью поиска инновационных решений «Алроса» выступила партнером всероссийской инициативы «Стартап-экспедиция Б8». Стартапы и компании уже более зрелые, они получили доступ к «Алроса IT», к их компетенциям и, самое главное, к их задачам. И, соответственно, здесь очень большой был интерес со стороны руководства «Алроса», группы компании «Алроса». На стартап-экспедицию поступило 152 заявки со всей страны. Большинство из них было подано на трек «Алроса IT». Из поступивших 83 заявок компания отобрала 20 проектов. 7 из них прошли в финал.
Это наш первый опыт работы в подобном формате, который дает нам возможность отбирать самые современные технологии и решения. Мы уже сейчас понимаем, как взаимодействовать с компаниями, которые выделили на итоговом треке. У нас есть конкретные бизнес-кейсы, с которыми можно работать. Стартап-экспедиция Б8 – это всероссийское мероприятие по поиску и поддержке перспективных технологических проектов, направленных на решение задач крупных компаний. То есть прекрасная возможность для разработчиков проектов заявить о себе. Мы смотрим, что какие-то вещи можно внедрять у нас в Якутии. Да? То есть мы ищем проекты, которые сделают наш регион еще лучше, еще эффективнее. То есть у нас такого вот именно тезис открытых инноваций мы вот используем в республике. То есть замкнувшись внутри, да, развитие инноваций невозможно. Поэтому наши проекты ориентированы на экспорт, да, выходим в мир, и мы ищем проекты по всей стране, делимся, шеримся, вот, для того, чтобы максимально быть открытыми. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране в этом году стартап-экспедиция Б8 прошла в режиме онлайн. Однако это позволило значительно расширить географию участников. В этом году заявки на конкурс поступили из 40 городов в 34 регионах России. Юрий Осипов, Владимир Павлов, Якутск. Впервые не только в республике, но и в России проведен чемпионат KidsSkills. Цели и задачи у мероприятия точно такие же, как и у WorldSkills. Практическое знакомство с профессиями. Учитывая возраст ребят от 6 до 11 лет, компетенции были подобраны соответственно. Чему обучали будущих профессионалов, знают наши коллеги в Алекминске. В этом году впервые в республике был организован и проведен чемпионат KidsSkills. Участие в нем принимали ребятишки от 6 до 11 лет. Инициаторами выступили Алекминский район, конечно же, при поддержке партнеров из республики. Все конкурсные компетенции, а их было 8, проходили в удаленном режиме. Сам чемпионат длился ровно 1 день. Учитывая большое количество участников, а это 119 команд, экспертам было достаточно работы. Главное – это то, что дети не просто соревновались, они обучились новым навыкам. Знаете, KidsSkills – это такая своеобразная лаборатория реальных дел. Потому что ребята делают реальное дело, они получают реальные навыки, они научаются делать что-то. Делать брошь из фетра и бисера, создавать по компетенции графический дизайн эмблему для зоомагазина, подготовить суп и какие-то десерты, сделать пирожные, сделать по своему, усмотрению прическу. То есть вот это все входило в задание компетенций. На закрытии чемпионата присутствовала Ольга Валерьевна Балабкина, заместитель председателя правительства республики. Поскольку закрытие проходило в режиме онлайн, она смогла поприветствовать всех участников. Приятно, в общем-то, закрывать сегодня первый республиканский детский чемпионат KidsSkills. За это я благодарна базовому инициатору, этой идеи центру ГОШ Алекминского района, который действительно всегда впереди всех идей. Вот здесь вместе с WorldSkills смог объединить на одном экране, ребят со всей республики. Я думаю, что это начинание даст и будущее развитие, в том числе не только Алекмы, но и всей нашей республики. После оглашения победителей чемпионата работа зампреда продолжилась. В администрации района проведена республиканская антинаркотическая комиссия. Сегодня мы впервые используем в условиях пандемии ВКС-формат, тогда, когда я, являясь заместителем председателя антинаркотической комиссии, выехала в район частью позиций с документацией по работе антинаркотической комиссии на территории Алекминского района. Я ознакомлюсь вживую, и, соответственно, сегодня на комиссии будет заслушан и руководитель районной антинаркотической комиссии, каким является глава района. Для нас вопросы, связанные с распространением наркотиков на территории республики, является одним из актуальных. Председателем антинаркотической комиссии является глава. И, соответственно, эти вопросы стоят на четком контроле в целях того, чтобы прежде всего не допускать его распространения. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Берегите себя и оставайтесь в курсе новостей.